что ж, команды приглашаем на построение. Совсем скоро у нас начнется второй полуфинал Кубка Мухаммедшина 2024. Встречаются две команды из одного района. Команда Саба Яшьләре и команда Яшьлек. Друзья, после этого матча у нас состоятся конкурсы, интерактивы, игры для всех болельщиков, а также футболистов. Поэтому никуда не расходимся. Будем вместе с вами выигрывать призы, подарки от наших спонсоров и организаторов. Ну что, встречаем команды Саба Яшьләре и Яшьлек. Состав команды Саба Яшьләре. Номер 14, капитан команды Шагиев Адель. Номер 16, Турисламов Айрат, вратарь команды. Номер 17, Шагиев Алим. Номер 11, Гарипов Раниль. Номер 69, Гарипов Фаиль. Номер 7, Ибрагимов Нияз. Номер 8, Кашапов Азар. Номер 70, Ганиев Язнур. Номер 4, Галимулин Ильсаб. Номер 22, Сагиров Тагир. Номер 2, Вафин Раим. Состав команды Яшьлек, село Шамардан Сабинского района. Вратарь команды номер 32, Милешин Сергей. Номер 11, Казиев Эльмир. Номер 10, Ярулин Данияс. Номер 13, капитан команды Ярулин Айрат. Номер 14, Рафиков Султан. Номер 23, Сабиров Радис. Номер 6, Георген Андроник. Номер 18, Никматянов Ильяс. Номер 21, Сабиров Мурат. Номер 16, Сабиров Ильнур. Номер 19, Бадиков Адель. Судит эту игру главный судья Арутин Александр. Ассистенты судьи Петр Стукин. Второй ассистент судьи Рим Мингалимов, город Казань. Итак, начинается второй полуфинальный матч финального этапа Кубка Мухаммедшина. Играют команды Сабы Яшьләре и Яшьлек. Итак, передают нам составы команд. Такое сабинское дерби у нас получается в полуфинале. Обязательно назовем составы команд.
А потом уже будем говорить непосредственно о командах и об игре. Пока команда Сабы Яшлера уверенно контролирует матч. Для команды... команды Яшлик уверенно мяч контролирует. Команда Сабы Яшлера пока держится в обороне. Посмотрим, сыграет ли свою роль такое психологическое давление от команды Яшлик, от более опытной команды. Но пока на то не похоже. 11 номер хорошо прессингует номера 17. Начнем с состава команд. Команда Яшлик, село Шимардан Сабинского района. Первый номер Милешин Сергей, номер 32. Хазиев Ильмир, номер 11, номер 11 номер Хазиев Ильмир, номер 10 Ерулин Дниас, номер 13 капитан команды Ерулин Айрат, номер 14 Рафиков Султан, номер 23 Сабиров Радис, номер 6 Геворгян Андроник, номер 18 Нигмадзянов Ильяс, номер 21 Сабиров Мурат, номер 16 Сабиров Ильнур и номер 19 Бадиков Адель. Это основной состав команды Яшлик из села Шимардан. Команда Соба Яшлера из богатой Сабы. Основной состав. Капитан команды первым здесь указан номер 14 Шагеев Адель. Вратарь команды номер 16 Нурисламов Айрат. Шагеев Алим номер 17. Гарипов Раниль номер 11. Гарипов Фаиль номер 69. Ибрагимов Ниас номер 7. Кашапов Азат номер 8. Ганиев Язнур номер 70. Галимулин Ильсаф номер 4. Сабиров Тагир номер 22. Вафин Раиль номер 2. А теперь уже можно перейти непосредственно к игре, где пока у нас мяч ушел за пределы поля. Значит, поговорим о том, какой путь прошли команды. Команда Яшлик в самом первом этапе плей-офф в 1/8 прошла команду Ашбужи. Не без труда она обыграла их. Не без труда, потому что только в серии пенальти смогли они команду Ашбужи одолеть. А команда Ашбужи, в свою очередь, заняла 8-е место в Кукмурском чемпионате. Это последнее место, которое получало путевку в плей-офф. Но, несмотря на это, очень хорошую борьбу они показали. И команда Яшлик с трудом, на самом деле, команду Ашбужи прошла. Номер 14 вперед бежит, и здесь просто аут будет. После этого команда Яшлик в 1/4 играла с командой Байлангар. Это уже было 7-е место Кукмурского чемпионата. Если не 8-е, на самом деле, могу перепутать 7-е и 8-е место. Тогда команда Яшлик, конечно, очень уверенно команду Байлангар прошла. Команда Саба Яшлера прошла более тернистый путь. Их сетка была намного сложнее, несмотря на то, что, видимо, 2-е место они в Сабинском районе заняли, но левая сетка была куда интереснее. Таким образом, они сначала сыграли с 3-м местом, и со 2-м местом Кукмурского чемпионата. Это команда Интер, одна из самых молодых команд. Номер 14 снова в атаке. Давайте сейчас посмотрим, как атакует Яшлик. Атакует неплохо, но только удар от ворот. Так вот, и в этой встрече команда Саба Яшлера смогла одолеть все-таки команду Интер из города Кукмар, но матч на самом деле шел по сценарию команды Интер, и если бы не контратаки, прекрасные контратаки команды Саба Яшлера, то они могли бы на этом этапе уже не пройти дальше. После этого они играли с командой Большак. Команда Большак заняла, по-моему, 4-е место в Кукмурском чемпионате. Одна из самых опытных команд. Но, несмотря на место в чемпионате, они всегда были очень крепкой командой. И вот с командой Саба Яшлера у них была прям
Игра очень интересная, со спорными решениями судей, которые все еще обсуждаются. И единственный гол решил исход матча. В дополнительное время команда Собой Яшлера все-таки смогла забить. Но, несмотря на все вопросы, команда Собой Яшлера в полуфинале, она играет с командой Яшлик. Здесь уже ничего не сделаешь. Вот такой вот путь прошли команды. Очень интересный. Ой, какой прекрасный перевод. Раз за разом он получается у главного лидера команды Яшлик. Конечно же, это Ярулин Айрат. А вот здесь могло быть опасно. Вратарь сейчас вышел, но до мяча не добрался. И только удар от ворот будет. Но здесь могло быть интересно. Команда Яшлик тоже очень опытная команда. Она уже не первый год играет в финальном этапе. Я даже... Я бы сказал, что они финальный этап не пропускали. Наверное, только единичные случаи такие были. А так это стабильный участник этого этапа. Здесь вратарь не выходит из ворот. Ну и Сабир, как сейчас... Сабиров, точнее. Бил, не забил. Все болельщики скандировали уже имя, ждали, что он забьет, но нет. Прекрасная передача там была. Снова 14 номера награждают передачи. Раз за разом это получается у команды Яшлик. Но пока ничего опасного с этого фланга у них не получилось. А вот так вот в отрыв 22 номер убежал просто прекрасно. На спине у него номер 22. Сабиров Мурат, наверное. Хотя нет, 21 номер я вижу. А вот 16 номера я пока не вижу. Здесь, наверное, ошибка в заполнении заявки. Пока команда Собой Яшлера, конечно, стесняется. Против взрослых ребят они играют. Ой-ой-ой, здесь опасно. Здесь 21 номер фалит. Это Сабиров Мурат как раз-таки. 16 номера нет, значит, как раз-таки... И либо Сабиров Радис, либо Сабиров Ильнур. Опасный момент это создал. По-моему, Радис. 8 номер бьет очень высоко и мимо ворот. От ворот будет начинать команда Яшлик. Рафика Султан свое термобелье снял. Хочет быть полегче. На самом деле солнце вышло, может, из-за этого. Номер 17 долго мячом владеет, а в итоге все-таки передача его не доходит. Номер 11 переводит мяч на другой фланг. Это был Хазиев Ильмир. Здесь Ярулин снова мяч получает обратно, отдает. Другой Ярулин. Это уже Ярулин Даниас был с мячом, а теперь номер 21. Не совсем удачно мяч подрабатывает. Казалось бы, попадает в руку, но это за пенальти здесь не будет считаться. По крайней мере, такое решение принял судья. Снова вот этот перевод. А эти переводы, они будут бесконечные сегодня. Правой, левой ногой вообще и не имеет разницы. Все переводы будут довольно-таки точными, поэтому это мы будем наблюдать сегодня довольно-таки часто. И можно было бы, конечно, считать, сколько переводов вообще сделает Ярулин Айрат за весь матч. Номер 11. За мяч не зацепился. Но видно, пока Собой Яшлера, они как будто вот стесняются. Когда они играли с ребятами из других районов, не зная, как те играют, не зная вообще ребят, не знакомы были с ними, они играли довольно-таки агрессивно. Они чувствовалось, что ребята с большим желанием и рвением выходят на матч. В общем-то, амбиции сильно выражались. А здесь пока эти амбиции прям замкнутые у игроков.
А вот здесь ошибаются игроки команды Яшлик, но здесь фол, скорее всего, будет зафиксирован. Номер 8, да, в спину толкнул. Успел там игрок команды Яшлик эту спину поставить. Друг другу похлопали ребята, и игра продолжается. Сильный, точный перевод. Как это все легко кажется. Вот в этом-то и характеризуется мастерство, в том, что сложные элементы кажутся настолько легкими. А это на самом деле большой труд, большой талант игрока. Здесь передача не проходит. Спешат игроки в синий. В синем, точнее. Ну вот здесь номер 8. Какой же он цепкий. Номер 11, главный бомбардир команды, кстати говоря, пытался сейчас номера 69 вперед вывести. Эти два молодых парня сегодня будут наводить там, как говорится, суету. 2008 и 2009, по-моему, года парни. По 15-16 лет. В прошлом матче полуфинальном 16-летний Хасанов Карим зарядил одну пушку он зарядил, вторую, самый первый гол, получается, победный он забил после прекрасной передачи и сделал дубль. Вот такие ребята у нас делают результат на этом этапе. Я уверен, что игроки команды Соба Яшляре, вот эти молодые ребята под 69-м, 11 номером, они себя еще сегодня проявят. Обязательно проявят. Вот они наконец начали владеть мячом, почувствовали себя уже более уверенно. Команда Яшлик, несмотря на это, мячом завладела. Здесь ожидается перевод. Вот он и есть. Номер 14 в борьбу не полез. А вот номер 8, по-моему, команда Яшлик в борьбу все-таки полез. И чуть мяч этот не отнял. А вот бросает команда Соба Яшлер. Бросает, но бросает прямо в Ярулина Даниас. Снова там запускает номера 22 команды Яшлик. Удар. Неудачно выбивал мяч игрок команды Соба Яшлера. Хазиев Ильмир с мячом. Отдает фланговому защитнику. Тот отдает Ярулину. Здесь будет перевод. Перевод получается, как всегда, прекрасным. Отличная подработка. Удар. Вратарь на месте. Здесь добивать можно было бы, но голевое чутье не помогло сейчас нападающему. Не в том месте он был. Даже не нападающий. Это, по-моему, Даниас, по-моему, включался в атаку. Здесь передача не прошла. И теперь уже в быструю контратаку убежит команда Соба Яшер. Это у них получается хорошо. А здесь желтую карточку Азиев Ильмир получит. Один из лидеров команды, кстати говоря. Центральный защитник на 5-й минуте матча примерно получает желтую карточку. Не совсем, конечно, хорошо для команды Яшлик. Когда центральный защитник садится на желтую, значит, придется играть осторожнее ему. Хороший стандарт. Нет высоких игроков у команды Соба Яшлера, ну, кроме номера 2 сейчас впереди. Остальные все довольно-таки невысокие. И здесь можно попробовать пробить, проверить вратаря. Такие есть, наверное. Это был удар. Номер 14 нужно цепляться за мяч. Его уже прессингуют. Здесь вообще спокойно. Номер 21 мяч этот встречает. Отдает дальше на своего нападающего. Тут запускает номера 22. Скорее всего, это Сабиров Радис. Могу, конечно, ошибаться. Здесь чуть-чуть намудрили с номерами. 23 номера, по-моему, в команде Яшлик сейчас не видно. А значит, это, скорее всего, номер 22. 11 номер в подработке ошибается. Касается рукой мяча. Вот за такое могли дать желтую, на самом деле. Но желтую не дают. Нет, дают. Желтую карточку получает игрок команды Соба Яшляры из-за того, что помешал подать мяч. Номер 17. Номер 17
и номер 11 получили по желтой карточке в этом матче. Это нужно записать. С мячом игрок команды Яшлек. 1 на 1 против номера 2. Легко получается у него от опеки уйти и подать. Номер 21 теперь будет пытаться это сделать. Но вместо этого отдает номер 17. Тот отдает Ильмиру. Ильмир отдает передачу в центр, но только аут будет бросать команда Яшлек. Первые 5 минут в пользу команды Яшлек можно, наверное, так определить пока ход матча. Больше они мячом владеют. Ну, конечно, не сказать, что это владение, потому что очень много длинных передач. Но, несмотря на это, мяча они, конечно, касаются побольше. И придумывают побольше. Номер 8. Вот так вот просто хотел подать туда вперед. Из этого ничего не вышло. Снова подача на номера 14. Здесь можно пробить. Удар и гол! Команда Яшлека открывает счет. Наконец-то вот это сыграло. Все то же самое, по сути, сделали игрок команды Яшлек. Ярулин Айрат подал на Рафикова Султана. Рафика Султан наконец-то смог этот мяч прострелить. На кого же он прострелил, мы сейчас узнаем. Мяч забил номер 16 Сабиров Ильнур. Команда Яшлек. Номер 16 команды. Ну, так объявляет комментатор, ой, ведущий, точнее. На самом деле, по-моему, такие. Номер 16. Это Сабиров Ильнур. Гол забил в команде Яшлек. Я открыл счет в матче. Яшлек, несмотря на это, уже устремляется вперед. Данияс с мячом. Данияс может запустить своего нападающего. Вместо этого скидывает назад пяточкой на Сабирова Радиса. Тот бьет, но не попадает по воротам. Радис всегда отличался своим атлетизмом. Даже в юном возрасте он был всегда таким большим, взрослым нападающим. И всегда был опасен. Мяч вот так вот просто выбивается. Здесь, если только поймать на ошибке номера 17-го. Не совсем он пока себя уверенно чувствует. Номер 21. Сабиров Мурат. Вот этого игрока, на самом деле, до этого в команде Яшлек не было видно. Здесь сразу длинная передача. В каком же все-таки нужно быть тонусе защитником команды Сабай Яшляры и центральным, и фланговым? Всегда может вот эта длинная передача прилететь. Вот она. Там не надо даже много пространства номеру 13-му команды Яшлек. Он просто как клюшкой эти мячи запускает. Сколько же все-таки сил в ногах нужно, чтобы так легко это делать. Здесь, да, здесь в подработке ошибся Сабиров. И за это сейчас желтую карточку. Не за то, что ошибся, а за то, что мяч запустил вперед. Хотя судья предупреждал, что так делать не нужно. Две желтые карточки уже команда Яшлек. Номер 11 и номер 22 их получили. Готовится подача. Это, по-моему, Алим. Представляете, я запомнил парня по мини-футбольному турниру. Это Шагеев Алим. Был он капитаном команды, по-моему, в тот момент. Своей мини-футбольной командой. Да, команда Сабай Яшляры на самом деле довольно-таки удачный сезон в мини-футболе провела. Они сыграли в финале с командой Елкын, которая тоже в полуфинале сегодня играла, уже вышла в финал. И в финальном матче они в довольно-таки тяжелой борьбе команде Елкын все-таки проиграли. Но, несмотря на это, просто прекрасно себя проявили эти юные ребята из Сабов. Команда Олимп она там называлась. Они Сабай Яшляры. Здесь Султан пытался запустить своего центрального полузащитника, по-моему, номер 21. Или играет флангового.
Вот интересно, на самом деле, 17 и 21 номер, я пока не могу понять, на каких позициях они играют в команде Яшлик. 17 номер, видимо, играет центральным защитником. Интересно. Ну, таким образом, получается, 4-3-3 играет команда Яшлик. Ошибается, снова ошибается номер 17. Да, все долго на самом деле он делает. И здесь вот так вот просто команда Яшлик мяч выбивает в аут. Неплохой розыгрыш получился. До 8 номера мяч не дошел. Мяч высоко взмывает вверх. Шагиев Алим против номера 22. Здесь, скорее всего, конечно, Сабиров эту борьбу выиграет. Так и есть. Мяч под контролем команды Яшлик. Разворачивается номер 13. Ярулин отдает номер 16. Снова Ярулин будет с мячом. Настоящий конструктор игры. Плеймейкер Тони Кросс команды Яшлик. Называйте как хотите. Удар от Султана. Вратарь справляется и будет угловой. Раз за разом вот это получается у команды Яшлик. Сегодня сильно выделяются, конечно, Ярулин, Айрат и Рафиков Султан. Ну и стоит отметить автора гола номера 16 Сабирова. Ильнура. Голевую передачу, соответственно, сделал Рафиков Султан, номер 14. И Сабиров Ильнуру. Мяч забил. Игра обещает быть интересной, голевой. На первых минутах мы гол увидели. Я думаю, учитывая то, как вперед бежит команда Яшлик, как она не останавливается, как она еще хочет забить, и учитывая то, что Саба Яшлер с этим, конечно же, не согласится, я думаю, 2 гола мы еще как минимум увидим. Снова дает довольно-таки много пространства, на самом деле, для Ярулина и Айрата. Вот это уже много для него. Здесь все просто в аут. Ой, здесь номер 69. В затылок немножко получил, но все в пределах правил. Номер 7. Отдает на номера 8. Тот не совсем удачно подрабатывает, но с мячом остается. Отсюда решил пробить, но это было слишком самоуверенно. Здесь тоже ошибка. В подработке, казалось бы, прям явная, но судья не увидел этого момента. Игрок номер 11 был спиной. Номер 8. Хорошо, казалось бы, мяч у себя оставлял. Интересный момент. А вот здесь судья фол свистнул. Хотя по всем критериям, казалось бы, номер 8 не фалит. Он владел мячом, и он этот мяч пытался укрыть, но, видимо, неаккуратно наступил. С этой позиции было не видно. Номер 16 скидывает на номера 8. Тот спину ставит, ждет, когда его поддержит фланговый защитник. А здесь с мячом уже Ярулин и Айрат. Вот здесь его накрыли на самом деле неплохо. Накрыли именно путь на другой фланг. Направление мяча, точнее. Поэтому пришлось Ярулину и Айрату в центр мяч запускать. Номер 2 с мячом. Долго мяч держал. В итоге не самое, наверное, правильное решение в этом моменте принял. Запускает направо Ярулин Айрат. Но здесь все контролируется. Очень много работы у нападающих команды Яшлик. Нужно им постоянно бегать. Здесь вратарь команды сейчас попадает в спину номером 8. Неаккуратно тоже действует. Ну да, не совсем уверенно себя чувствуют игроки команды Саба Яшлера. Здесь снова накладка. Желтой карточкой она не наказывается, но поговорили судья сейчас с игроком. И решили, что так больше делать не надо. 5 минут остается до конца первого тайма. Примерно 5 минут. Команда Саба Яшлера пока ничего особо опасного в атаке не создала. Пытаются они там цепляться за этот мяч. Индивидуально что-то организовывать. Но ничего из этого не выходит. Номер 11. Да, вот здесь, если бы он играл против какой-нибудь кукмарской команды, он бы в эту борьбу влез, как не знаю куда.
ногами, руками, не боясь, по-взрослому. Но в этот раз он просто уходит от мяча пока. И на чистых мячах, конечно, очень тяжело будет команду Яшлик выиграть. Таких моментов вообще будет очень мало, точнее, у команды Соба Яшлера. Нужно бороться, нужно цепляться. По-другому никак. Номер 22 с мячом. Здесь все читалось. Аут. Снова номер 22. Не получается выйти. Хорошо ставит корпус номер 21. Номер 8 за мяч цепляется. Отдает Рафику Султану. Тот попытается разобраться с защитником команды Соба Яшлера, но вместо этого мяч теряет. Ему кажется, что его толкали. Но судья так не считает. Неправильный сброс аута. И с мячом уже будет команда Яшлик. Ярулин. Хазиев Ильмир. Последним защитником решил со вторым номером поиграться. На самом деле просто нужно было, наверное, сразу передачу отдать. Но там на поле виднее. Номер 17 просто в аут. И последние минуты первого тайма, видимо, в атаке проведет команда Яшлик. Конечно, было бы очень интересно увидеть финал между двумя молодыми командами, между командами Ялкын и Соба Яшлеры. Но все Соба Яшлеры на лет 5-4, наверное, моложе еще команда Ялкын. Но такого финала будет дождаться довольно-таки тяжело, учитывая то, как Яшлик в эту игру вошел, как они сейчас себя проявляют, они намного ближе к финалу. А так мог бы повториться финал второй лиги мини-футбольного турнира. Представляете? В Кукмаре есть мини-футбольный турнир. Сейчас не знаю, как он называется. Раньше назывался Хазмет Дона. И там в прошлом году было 3 лиги. И команда Соба Яшлер участвовала во второй лиге, в котором они как раз-таки вышли в финал. Но проиграли команде Ялкын. И вот этот финал второй лиги может повториться сегодня на Кубке Мухаммедшина. Только уже в большом футболе. Не в большом футболе, а просто в футболе. Будет подавать сейчас Ярулин Айрат. Любой стандарт от Ярулина Айрата это может быть очень опасным. Неплохая подача. И тут просто на самом деле не замыкают эти моменты команды Яшлик. Все долетает. Все очень опасно. Вратарь не успевает на выходе сыграть. Хотя было бы, конечно, намного лучше, если бы на выходах он эти мячи забирал. Потому что любые стандарты будут опасны без этого. Номер 17. Запускает на Рафику. Тут не был готов. Ярулин. Хладнокровно разбирается. Номер 21. Обыгрывает двоих на ниточке. Данияс тут тоже обыгрывает 7 номера. Поверили в себя ребята. Нельзя давать чувство уверенности, настолько высокой уверенности команде Яшлик. Потому что они начинают творить такую красоту и так хорошо себя чувствуют на поле после этого, что уже выиграть их будет очень сложно. Ну, команда Яшлик как раз-таки является, кстати говоря, в этом мини-футбольном турнире чемпионом, только в первой лиге. И заканчивается первый тайм. Будем ждать тайма второго. Ну что ж, закончен первый тайм второй полуфинальной игры между командами Соба Яшлер и Яшлик со счетом 1-0. Пока впереди команда из Шамардана. Команда Яшлик. Впереди нас ждет второй тайм.
Итак, начинается второй тайм-матч между командами Соба Яшляр и Ешлик. Счет 1-0 в пользу команды Ешлик из села Шамардан. Удар от Данияза. И продолжается атака. Данияз скидывает здесь уже. Сабиров на коротке пытается разобраться с защитниками команды Соба Яшлярен, но ничего из этого не ходит. Только за ногу держится Сабиров. Номер 19. Мяч в итоге пропускает. И здесь будет удар от ворот. Корпусом хорошо закрывает этот мяч от номера 7 игрок 19 под 19 номером команды Ешлик. Довольно редкий случай в этом матче, когда команда Ешлик мяч со своих ворот начинает. Сабиров. За мяч зацепиться не смог. Алим отдает в центр на номера 8. Это Кашап Фазат, которого уже пора бы заметить, потому что один из самых ярких игроков своей команды. На самом деле игрок команды Сабы Агро, или что была команда, которая в прошлом году занимала тоже призовые места из команды из города Сабов. Потом она распалась, и игроки этой команды сейчас играют за команду Соба Яшляре, за команду Икшурма и за команду Яшлик, соответственно. Тоже, наверное, есть игроки из этой команды. Алим. Это не Алим, это номер 17. Здесь пытается на коротке разобраться. Ну, Ярулин Айрат не привык в жесткие стыки идти, поэтому он сейчас пропустил вперед номера 17-го. Но, несмотря на это, его команда остается с мячом. Алим обыгран Сабировым. Подача неплохая получается. В итоге доходит до Султана Рафикова, но он был в офсайде. Классное индивидуальное действие от номера 22-го команды Яшлик. Точно добавит ему уверенности в этой игре. Команда Соба Яшляра пытается выйти из обороны с помощью передач. Пока не сказать, что это у них получается. А вот здесь получилось. И очень красиво получилось. Столько игроков в желтом остались позади. Хазиев Эльмир дорабатывает назад. Доводит мяч до Ярулина Айрата. Снова Ярулин Айрат. Много пространства для длинной передачи, поэтому он это и делает. Номер 14 Рафиков Султан за мяч цепляется. Решил оттуда пробить, но это совсем не точно. Пока команда Соба Яшляре ничего особенного не создает в атаке. И нет намека на то, чтобы счет сравнять. Молчу уже о том, чтобы вообще матч этот выиграть. Поэтому нужно пытаться цепляться за каждую возможность и довести этот матч до серии пенальти. Пока игроки команды Соба Яшляре кажутся довольно-таки замкнутыми, зажатыми. Но, надеюсь, тренер команды нашел нужные слова в перерыве. И ребята все-таки раскроются. Они имеют просто отличную возможность выйти в финал в первый свой сезон на этом турнире. Номер 69 до конца решил доработать и попал ногой в игрока номера 19 команды Яшлик. Довольно-таки жестко. Но без желтой карточки. Ярулин. Здесь мяч можно разыграть, что он и делает. Ярулин, кстати, играет в 40-ножках. Я думаю, это решение рациональное. Поле, потому что довольно-таки жесткое, искусственное. На этом газоне наиболее рационально, наверное, играть именно 40-ножками, если тебе, конечно, удобно. Не всем удобно в них играть. А так большинство игроков играет, конечно же, в бутсах. Возможно, в этом секрет Ярулина Айрата. Секрет его точных длинных передач. В том, что он играет в 40-ножках. Запишите это. Номер 13 с мячом.
Отличная передача на Султана Рафикова. Против него номер 22. Раскачал и нашел пространство для передачи. Остается команда в зеленом с мячом. Удар почти с места бил сейчас Ярулин Даниас. Какой же сильный удар у них, у Ярулиных. Это вы еще не видели, как они бьют в мини-футболе. Итак, команда Собая Шляре. Им уже не привыкает начинать со своих ворот. Несмотря на... Ну, сейчас не самый активный прессинг, конечно, команда Яшлек, но независимо от этого, команда Собая Шляре всегда пытается мяч выводить с помощью коротких передач снизу. Здесь неаккуратно играет игрок с командой Собая Шляре. Неплохой стандарт. Здесь и пробить, на самом деле, может сейчас своим хлестким мощным ударом Ярулин Айрат. Но будет подавать аккуратненько, мягонько, но там все дорабатывают игроки команды Собая Шляре, а в атаке пока не цепляются. Вот это проблема, на самом деле. Вот это нужно решать, с этим нужно что-то делать. Ярулин Айрат. Мяч чуть не потерял. Длинная передача, точнейшая, но не совсем удобная, казалось бы, но нет. Игроки в зеленом справляются. Номер 8 идет в обыгрыш. Все не так просто. А вот здесь Рафикову Султану лучше пространства не давать. 22 номер дорабатывает и будет угловой бить команда Яшлек. Быстрый розыгрыш. Там никого. Удар в ближний. Вратарь на месте. Снова попытка выбить этот мяч. Номер 8. Здесь Кашапов Азат хорошо зацепился. Отдал на номера 2, но тот на скорости мяч не смог подработать. А здесь Даниас не совсем аккуратно играет. Несмотря на это, остается мяч у команды Яшлек. Алим против Даниаза. Просто смотрит на то, как Даниас мячом владеет. Ярулин Айрат назад отрабатывает, ускорился. Номер 69 запускает номера 17. Азиев Ильмир на желтый. Об этом нужно помнить. Номер 69 снова с мячом. Редко мы видим атаки команды Собая Шляре, поэтому особый интерес к этому имеется. Номер 7. Обыгрывает Ярулина Айрата ложным ударом, ложной подачей, точнее, в этом случае. И болельщики в шоке. Номер 11. Главный бомбардир команды. Устремляется вперед. Снова он с мячом. Вот это все, что на коротке, это, конечно, про Собая Шляре. Это минчики, это для них... Это им намного удобнее и комфортнее. Номер 8 Кашапов Азат. Прямо в центре полузащиты сейчас мяч теряет. И за это могут игроки команды Яшлек наказать. Но дорабатывают защитники. Да уж, Кашапов тут ошибся. Алим. Мяч хорошо контролирует. Номер 70. Снова ищет Алима. Много пространства дает команда Яшлек сейчас. Но номера 7 вперед запустить они не смогли. Интересный отрезок получился. Собая Шляре наконец-то перешли в зону атаки. Хоть и в штрафную зайти они не смогли, но, по крайней мере, мы увидели, что они там довольно-таки неплохо себя чувствуют. И могут мячом уверенно владеть. Номер 8 устремляется вперед. Здесь же его закрывает номер 70, но угловой стык команды Яшлек зарабатывает. Да, раз за разом я Алимом называл не того игрока, на самом деле. Адель, а не Алим. Шагеев Адель. Шагеев Алим и Адель. Они, наверное, может быть, даже братья. Поэтому мои ошибки не такие уж и страшные. Вот это Алим, номер 17. А это Кашапов Азат, против которого очень жестко играет сейчас Даниас. А это желтая карточка Даниазу. Ярулин Айрат тоже сейчас может желтые получить. И никто в итоге желтую карточку не получил. Вот такое вот решение.
Длинная передача. Здесь будет довольно-таки сложно за этот мяч бороться. Невысоким парням, молодым. Здесь мяч в аут улетает и прямо в девочку попадает. Ой-ой. Ну, она большая молодец. Она даже не плачет. А мяч хотя очень сильно попал. Да, все внимание сейчас к этой девочке было. Она с этим вниманием справилась. Дания с мячом. Отдает на Хазиева Эльмира. Номер 17 с мячом. Ярулин. Ну, как будто бы команда Яшлик играет... На самом деле у них гибридная схема. Имеется в виду, что в защите и в атаке они играют по разным схемам. В защиту они садятся в 4-3-3, можно сказать, а в нападении играют уже прям чуть ли не 3-2-5 и подобное. Медсестра уже собиралась оказать помощь, но сказали, что не надо, игра продолжается. Шагеев Адель, номер 14, которого я называл Алимом всю игру. Он на самом деле все еще является капитаном этой команды. То есть он и в мини-футболе капитан, и в футболе большом является капитаном. А бомбардиром команды Собая Шляре является Гариб Франиль, номер 11. Номер 7. 70-й. Прекрасно пока получается у них выйти из обороны. Просто отлично получается выйти из обороны. Но вот здесь ошиблись. И вот здесь ошиблись. Не получается отрыв. Здесь вратарю бы выйти, конечно. Но нет, Адель будет этим мячом владеть. Нет поддержки. Придется Аделю что-то выдумывать. Придется вот так Сабирову прямо в ноги отдать. А Сабиров входит в штрафную, простреливает, но никого не находит. Мог сам, казалось бы, пробить. Наверное, об этом сейчас он и жалеет. Просто коридор создали для него. Тут даже... Шагеев Адель тоже, конечно, ошибся, но не в этом вся проблема была. Его просто не поддержали в этом моменте игроки. Никто не открылся вообще. Буквально вот когда говорят «никто не открыт», это вот то самое. Опытный игрок, может, выбил бы просто в аут. Угловой? Нет. Офсайде был игрок. Счет также остается 1-0 в пользу команды Яшлик. По игре они выглядят намного увереннее. Точнее, чувствуют себя просто намного увереннее. А так, да и по моментам у них побольше будет. Команда Собая Шляре пока, наверное, только один опасный мяч создала и чувствует себя на самом деле довольно-таки скованно. Потихоньку раскрывается, это чувствуется в течение игры. Но самое главное, чтобы они потом не пожалели, что слишком поздно раскрылись. Как это обычно и бывает. Кашапов Азат решил вот так запустить на фланг. Здесь 11 номер против 11 номера. Хазиев и Эльмир отлично ставит в итоге корпус. Ярулин Айрат. Просто показательно, я бы сказал, поставил сейчас корпус Эльмир. И в итоге его команда уже будет в позиционную атаку идти. Ошибается Ярулин Айрат в передаче. Но считает, что Рафиков Султан на самом деле неправильно открывался. Это уже на обсуждение команды Яшлик. Редкие случаи, когда передача... Короткая передача Ярулина Айрата не доходит. Здесь удар. Неплохо, конечно. Но для левоногого это удар довольно-таки сложный. А, там было еще... Было попадание в защитника. Тогда понятно. Тогда просто угловой. Готовится подавать Ярулин Айрат. На самом деле это очень хороший шанс для команды Яшлик. Раз за разом все угловые у них получаются интересными. Вратарь не совсем удачный и вообще не пытается даже играть на выходах, учитывая, наверное, его рост. Может, из-за этого он этого не делает.
Поэтому у команды Яшлик всегда есть возможность мяч просто внести буквально в ворот. Ярулин Айрат. Вот она подача, как раз-таки, видите, на дальнюю получается. Сабиров еще бьет. Да, вот так вот на дальнюю, прям очень близко к воротам. Это Ярулин Айрат так закручивает мяч. Ой-ой-ой, какая неточная передача. Мяч прям перед ногой, видимо, подскочил у номера 16-го, кстати, автора гола, который в пустые ворота этот мяч завел. Единственный пока гол в этом матче. Адель. Кашапов Азат, несколько ложных движений, в итоге открывает пространство для номера 11. Номер 11 пытался сейчас запустить Алима, но не получилось. Здесь пытается накрыть Ярулина Айрата, номер 69, и это у него хорошо получается. Номер 69. Мяч теряет. Здесь против него трое, будет очень сложно отобрать. А вот здесь за эту ошибку можно зацепиться. Раз за разом номер 17 ошибается. Кашапов Азат поторопился. Корпусом, главное, все. Выиграл эту борьбу. Выцарапал мяч, но в итоге отдал неточную передачу. Ну вот Кашапов Азат, кстати говоря, один из самых возрастных, наверное. Очень странно это, конечно, говорить. Парню точно меньше 25 лет. Ну, приходится так говорить. Тоже как команда Елкин, команда Собой Ашари играет без какого-то одного опытного игрока, хотя обычно в таких командах такое зачастую встречается. Нужен такой стержневой игрок. Таковым, по сути, является у команды Собой Ашлера номер 8. Кашапов Азат. Не надо торопиться с подачей. Да, судьи с микрофонами, они друг другу сигнализируют, что нужна пауза. Здесь была пауза. Опасно могло быть. Алим не попал по мячу. Здесь была пауза, чтобы болельщика чуть-чуть сдвинуть назад. В итоге штрафной, что ли, зарабатывает команда Собой Ашлера. Здесь, на самом деле, не видно было. Видимо, был толчок. Шагеев Адель и Кашапов Азат подходит к мячу. В итоге Адель будет этот мяч подавать. Мяч у капитана. Разыгрывает мяч. Номер 69. Отсюда может пробить. Очень сильный высокий удар получился. Сегодня вряд ли кто-то сможет повторить удар Хасанова Карима. В прошлом матче обязательно посмотрите трансляцию. Второй тайм. Где-то, наверное, последняя 5-минутка. Там просто прекраснейший гол Хасанова Карима с дальней дистанции, после которого все замолкли. Команда Ешлек тоже пытается снизу выйти из обороны. И вот смотрите, что у них получается. Это Ярулин Айрат. Ой-ой-ой, защитник еще падает. И Рафик Султан продолжает обыгрывать игроков. Ну, намудрили. Игроки команды Ешлек, они это умеют делать. Иногда они слишком красиво все пытаются сделать. Адель. Отлично выбил мяч. Почти довел до номера 11-го. А здесь еще одна дальняя передача на Рафикова Султана. Все по стандарту. Все как обычно. Мы сегодня это видели уже на десяток раз. Если не больше. Самое главное, что один раз это сработало. Пару раз было опасно. Один раз сработало, и команда Яшлик все-таки гол забила. Шагеев Адель отдает номеру 7. Не торопился он ему отдать. Номер 69 за мяч зацепиться не смог. Алим. Снова дают пространство для передачи Ярулину Айрату.
Султанов. Ой, Рафиков Султан, точнее. Пытается обыграть номера второго, не получается. И здесь тоже за мяч не смог зацепиться. Но в итоге все-таки аут. Будет команда Ешлик бросать. Переводит на другой фланг мяч команда Яшлик. Это длинная передача на Сабирова. Шагеева Аделю, конечно, здесь приходится нелегко. И он опять отпускает Сабирова. Здесь вообще не борется. Здесь удар, мяч. Ну, у вратаря здесь не видно было на самом деле. Прям во вратаря пробили. А так-то момент был довольно-таки опасный. Таких моментов на самом деле не так много бывает в других играх. Зря этим не пользуются игроки команды Яшлик. Счет только 1-0 еще. Очень скользкий счет. А парочку они уже могли забить. Примерно 4 минуты остается до конца. Нет, все-таки 9 минут подсказывает мне. 9 минут примерно остается до конца второго тайма. Но я думаю, еще добавят. И тем самым будет побольше времени. В общем-то, посмотрим. Кашапов Азат. Алим отдает на фланг. Там номер 77. Снова потери, снова Яшлик с мячом. Длинная передача. Ой-ой, какая попытка. Очень сильно читаемая на самом деле. Но все-таки мяч у игрока остается. Тут ноу-луком передача, еле заметная, но мной была замечена. Сабиров. Мяч пытался подработать. Неплохо. Здесь сразу попытка быстрого розыгрыша могла бы быть, но Сабиров перекрыл это направление передачи, но все-таки туда мяч доходит. Не получилось мяч подработать. Ну, бывает такое, не страшно, на самом деле. Главное об этом быстро забыть и дальше попытаться что-нибудь полезное сделать. А пока мы видим перевод команды Яшлик на другой фланг. Снова вот этот мяч доходит до оттуда, но 21 номер начал чуть-чуть заигрываться, как будто бы. И раз за разом не самые верные решения принимает. Второй номер, но номер 11. Тот сразу пытается запустить дальше вперед. 69-й цепляется за мяч. Против него Хазиев Ильмир. Нужно там играть поближе к нему. У него желтая карточка. Но это если, конечно, команда СОБ Яшлера хочет выиграть. Здесь Ерулин Айрат пытался найти фол. Вместо этого нашел хорошую передачу, казалось бы, но вратарь сыграл на выходе просто прекрасно. А здесь не точно выбросил мяч, но все-таки догоняет номер 7. Нужно начинать цепляться за мячи. Нужно стараться опережать, по-другому никак. Здесь ошибка в передаче от Аделя. Перевод. У команды Яшлик, кстати говоря, тоже произошла замена. Вместо номера 17 вышел, пока не видно, под каким номером игрок. А под номером 17 играл снова по заявке, на самом деле. Нигмадзянов Алмаз играл под номером 17. Могла бы быть сейчас интересная контратака, но передача не точно. Хазиев Ильмир. Ерулин Айрат с мячом. Самое главное довести мяч до Айрата. А там уже что-нибудь да придумается. Здесь ничего не получается. Вратарь на месте. Выбивает мяч на номера 2. Пытается он вот очень аккуратно это сделать, но там подработка неаккуратная. Номер Кашапов Азат сейчас отбирает. Но тут же теряет. Тоже торопится в решениях. Хотя самый опытный игрок, вот от него хочется, конечно, дать более хладнокровных действий. Пока Сабиров в атаке. И здесь можно пробить. Было пространство, но будет угловой.
В первом тайме намного динамичнее была игра. Сейчас она эту динамику потеряла, поэтому и комментирование стало более монотонным. Но сейчас, если команда Subway все-таки соберется и сможет забить, в отличие от команды Газмяс, которая пропустила второй мяч, потом пропустила третий, и вообще была убита уже после второго мяча. Здесь может быть сценарий чуть другой. Посмотрим. Ярулин Айрат. Снова вот эта подача закручивается туда. Ой-ой-ой, здесь нужно аккуратнее сейчас сыграть игрокам команды Subway Айрат. Отлично подрабатывает мяч номер 69. Устремляется вперед. И все-таки фол фиксирует судья. Гарипов Фаиль вперед убегал. Алим с мячом. Хорошая подача. На дальнюю мяч летит. Уф, прям в руки вратаря, оказывается. Все могло бы быть намного опаснее, если бы не вратарь. Опыт. Ярулин Айрат. Снова эта длинная передача. Спиной был нападающий. Но, несмотря на это, мяч очень аккуратно подработал для себя. Номер 8. Тоже очень активно себя проявляет. К сожалению, под таким номером игрока нет. Ой-ой-ой, как сейчас доработал защитник команды Subway Айрат. Но, несмотря на это, добивание, дубль Ильнура Сабирова, и счет становится 2-0. Вот это очень обидно, на самом деле. Мяч забил номер 16. Казалось бы, доработали в защите, не дали забить в пустые ворота, но в итоге вот так вот пропустила команда Subway Айрат. Команда Яшлик забивает второй гол и приближает себя к финалу. Счет 2-0 становится в пользу них за примерно, наверное, 5 минут до конца второго тайма. Subway Айрат. Ну, теперь уж точно побежит, если останется сил психологических и физических. Остается буквально 2-3 минуты до конца второго тайма. Я думаю, еще чуть-чуть добавит судья, конечно. Сейчас и команда Яшлик себя намного увереннее почувствует, чуть расслабится. И там, как минимум, одну, мне кажется, еще можно будет забить. Я ставил, что после первого гола они еще, эти команды, 2 забьют. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока вот так себе позволяет играть вратарь команды Яшлик. Номер 69 за мяч зацепился, но его 11 точнее, но его никто пока не поддерживает. Тот номер 2. Убежать будет очень сложно, но возможно. А вот здесь мяч не выходит, не выходит. Хазиев Эльмир с мячом. Очень легко выходит из опеки игроки команды Яшлик. В итоге вот так вот запускает Сабиров Даниас Султана. Тут до мяча не добрался, но будет аут бросать команда Яшлик. Команда Яшлик с мячом. Ярулин, Айрат. И здесь удар, по-моему, от ворот. Или аут. Ну, главный судья показывает, что будет бросать аут. Значит, будет бросать аут. Рафика Султан. Даниас. Обратно на Султану. Здесь точно был офсайд. Это было видно даже с комментаторской позиции. Ну что, заканчивается второй тайм. Заканчивается матч в пользу команды Яшлик. Со счетом 2-0 они проходят команду Subway Айрат и выходят в финал. А сейчас после небольшого перерыва за 3-4 место будет играть команда Subway Айрат и Газмяс из города Балтаси. А в матче за 3-е место у нас сойдутся команды из
Болтасей, Газмяс против Саба Эшлера. Ну и совсем скоро мы начнем наши игры и конкурсы для наших болельщиков и зрителей прямо на нашей футбольной площадке. Поэтому, друзья, никуда не расходимся. Дайте нам чуть-чуть время подготовиться. И вас будем ждать.